Мужчину сделали калекой при облаве. Как думаете, как наказали виновных? Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете. Неужели все опять повторяется? Насколько в армии Таджикистана распространена дедовщина и борется ли с ней хоть кто-то? Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. По данным правозащитников, обращения от родителей на незаконное похищение их детей для службы в армии становится меньше с каждым годом. Теперь люди чаще жалуются, что призывные комиссии оказывают давление на близких трудовых мигрантов. Ты еще будешь качать нам свои права? Это последние слова, которые услышал Саидали Хакбердиев, выпускник Госуниверситета права, бизнеса и политики в Худжанде, когда попал под облаву. Он получил сильное сотрясение мозга, в результате чего частично потерял память и долго восстанавливался. Это 10-я история из книги «История 13 солдат или потерянной мечты» общественной организации «Офис гражданских свобод». Мы попробуем вам рассказать как много больше, потому что о беззаконии, творящемся в таджикской армии и правосудии, должен знать каждый гражданин страны. Осенним днем 4 ноября 2014 года Саидали решил встретиться с друзьями и прогуляться по селу. Молодые люди шли по центральной улице, когда возле них остановилась незнакомая машина. За рулем был односельчанин, а в салоне неизвестные люди в гражданском. Незнакомцы выскочили из авто, схватили Саидали и затолкали в салон. Все произошло так неожиданно, что никто не успел понять, что и к чему. Автомобиль доехал до центра сельсовета. Неизвестные выволокли Саидали и пересели вместе с ним в другую машину, припаркованную поодаль. Саидали не понимал, что происходит. Незнакомцы даже не стали объяснять, кто они, чего они хотят. По телефонному разговору одного из них Саидали понял, что они сотрудники военного комиссариата. Парень начал объяснять, что они поступают неправильно, что нужно сначала отправить повестку, но даже и в этом случае они не имеют права призывать его по закону. Мужчина с 2 детьми освобожден от службы в армии. Но вместо ответа в результате удара парень потерял сознание и очнулся в больнице уже через несколько дней. Как вам такая ситуация? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Когда он пришел в себя, то не смог узнать многих родных и близких. У него была частичная потеря памяти. Тухва Суфиева, мать Саидали, все эти дни молила Всевышнего только об одном – не отнимать у нее сына. У Саидали были серьезные травмы. Он нуждался в дорогостоящих лекарствах и покое. Молодой человек не мог долго говорить и часто срывался. Он стал агрессивным и раздражительным. Но родители понимали, что это дает о себе знать травма, терпели все его приступы агрессии и вложили все в его лечение. Родители Саидали обратились в Генеральную прокуратуру. Началось разбирательство, а позже состоялся суд. Нет, за решетку никто не отправился. 2 виновных просто отстранили от работы на 2 года. Родители, конечно же, не были согласны с приговором суда. Это было очень мягкое наказание, считают они. Саидали в 2017 году почувствовал значительное улучшение, но курсы реабилитации продолжались. На все нужны были деньги. Врачи категорически ему запретили выполнять тяжелую работу. Что делать? Как прокормить семью и детей? Постоянно думал Саидали. Ему ничего не осталось, как уехать на заработки в Россию. Молодой, дипломированный специалист стал трудовым мигрантом. Мама Саидали напрочь не разрешает младшим сыновьям даже думать об армии. Если моего сына так покалечили за 2 часа, то я боюсь даже представить, что может произойти в течение 2 лет службы, говорит она. Как вы считаете, можно ли эту проблему решить и как? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Многие годы в Таджикистане планы по призыву в армию выполняются досрочно. До конца месяца еще почти 3 недели, а некоторые комиссариаты уже отчитались о выполнении поставленных задач. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.